Марет Чумакова не может вспоминать отца без слез. Когда он вернулся с фронта, она была еще совсем маленькой. В ее глазах он всегда был настоящим героем. Самые теплые воспоминания – это то, как отец заботился о семье. Халид Чумаков был призван Назрановским военкоматом в ряды Красной армии в 1941 году. Защитник Ленинграда тогда был в звании младшего сержанта. Он получил множество наград, среди которых медаль за оборону Ленинграда. К семье он вернулся с тяжелым ранением. И он там воевал. Приехал с этими осколками, и на этого болезни он умер. 8 лет он лежал в постели, мучился, мог сесть как люди он не мог. Почему? Потому что у него были осколки. Такие ранения, осколки у него были. И мать моя так ухаживала за нее. Суровая зима 1941 по 1942 годов и почти 900 дней во Вражеском кольце. Город выстоял. Это был первый шаг, который приблизил страну к победе во Второй мировой войне ценой миллиона погибших жителей от холода, голода и обстрелов. Биографию и военный путь каждого фронтовика Ингушский государственный музей краеведения собирал по крупицам. Множество записей утеряно из-за пожаров. По официальным данным, уже восстановлено 158 имен наших земляков, которые защищали Ленинград от фашистских захватчиков. Поисками без вести пропавших занимается Российское военно-историческое общество. В центр филиала обращаются родственники ветеранов с просьбой найти и подтвердить личность погибших. Это очень трудная, но важная работа. На Великую Отечественную войну отправилось больше 20 тысяч человек. Сегодня в нашей базе данных мы имеем информацию только лишь о 3000 человек. А также у нас есть сведения, что свыше 6 тысяч человек у нас пропали без вести. Остальные у нас неизвестно где и кто и как. Понимаете, это огромные затраты, это огромные жертвы для нашего во всех времена самого малочисленного народа Северного Кавказа. 18 января 1943 года по радио было передано сообщение о прорыве блокады Ленинграда. Полностью же город был освобожден от фашистских захватчиков 27 января. Важно знать и помнить такие даты. Назрановский музей краеведения планирует провести выставку, на которую пригласят родственников ветеранов и школьников. Стойкость, мужество и храбрость ленинградцев – это важная страница памяти в большой героической истории Великой Отечественной. Малика Измайлова, Амина Зязикова, Джамалил Султыгов. Новости 24.